Минпромторг предложил для поддержки Дерипаски разрешить продажу пива ночью. Минпромторг предложил разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также отменить запрет на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках. Эти меры необходимы для поддержки производителей алюминиевой продукции, которые подпали под санкции и столкнулись из-за этого с сокращением спроса на свой алюминий, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Против идеи Минпромторга выступила Федеральная антимонопольная служба, где заявили об ущемлении интересов производителей других видов тары. Кроме того, это предложение идет вразрез с политикой государства по поддержанию здорового образа жизни, пишет «Коммерсант». Но вот в этой стране все зациклилось всегда веками, так всегда, веками. Когда начинаются сложные времена, у этой страны есть по-настоящему есть только два ресурса. Нефть с газом, да, то есть недра, и люди, на которых они зарабатывают деньги, спаивая их. Эта страна, когда начинаются сложные времена, у них перестает хватать деньги на арматы, они возвращаются всегда к одному и тому же. То есть сначала, пока все более-менее хорошо, они там что-то пытаются про ЗОЖ говорить, там, запрещать курение, запрещать продажу алкоголя, что я, в общем-то, поддерживаю, конечно, да, безусловно. Но как только кирдык подходит к подъезду, они тут же начинают спаивать свой народ. Вот на Дерипаску наложили санкции, он теперь не может продавать свой алюминий за границу. Что делать? Ну, давай разрешим продавать пиво ночью в алюминиевых банках и в киосках. Замечательно. Спивайся, русский народ, Дерипаске нужно сохранить свои миллиарды. Это решение я поддерживаю еще более категорически. Пусть продают, пусть бухают, только в путь. Со следующего года при строительстве зданий будут использовать провода с жилами из алюминиевых сплавов. Об этом сообщили в Минстрое. Ведомство утвердило соответствующие изменения в свод правил электроустановки жилых и общественных зданий. Правила вступают в силу 20 марта 2019 года. Алюминиевая проводка широко использовалась в СССР, однако в 2003 году ее перестали применять в связи с участившимися возгораниями, отдав предпочтение меди. Инициатором возврата алюминиевых сплавов стала компания «Удивитесь, Русал» Олега Дерипаски. В организации заверили, что новые кабели безопасны для применения в строительстве. В Минпромторге подтвердили качество новой продукции, отметив, что в ее состав войдут также иные металлы, в том числе железо и медь. Так вот, они будут не только спаивать русский народ, чтобы сохранить свои миллиарды, они русский народ еще будут сжигать, плевать на безопасность. Возвращаемся к тем же самым алюминиевым проводам, которые мы запретили в 2003 году, то есть 15 лет назад, потому что из-за них были пожары. А теперь на пожар уже плевать, миллиарды важнее. Родина тебя бросит, сынок, всегда.